А раньше всех жители столицы в освященные крещенские купели окунулись в поселке Нижничев. Случилось это минувшей ночью, и январский мороз для страждущих помехой не стал. Даже наоборот. Некоторые прихожане местной церкви жаловались на слишком теплую погоду. Евгений Стукас хотел было окунуться, но рисковать не стал. Пейзаж, как с картины Репина, мороз звенит, на улице минус 32. Жители Коми в этом январе массово разменивают природную грацию на двое, а то и трое подштанников. Но те же люди на один день, а точнее одну ночь в году, презревают любые морозы ради одной традиции. Первая в день крещения купель в столице освещается сразу после крестного хода. Тут же выстраивается очередь из желающих соприкоснуться с теперь уже святой речной водой. Так, по словам священнослужителей, верующие в каком-то смысле подражают Иисусу Христу. Как Он принял рабское крещение, так и мы. Просим Бога, чтобы Господь нас благословил в нынешний день, но на силу духа, на мудрость, на то, чтобы мы были смиренные и послушные. Рядом с купелью всю ночь дежурят сотрудники полиции и МЧС, отапливают палатку для переодевания и следят за безопасностью. Как водичка? Водичка теплая, теплее, чем летом даже, я вам так скажу. Есть здесь свои завсегдатые, есть и те, у кого, как говорится, дебют. Вроде как святая вода ни на ком не шипит. Должно быть, намерения у людей действительно благочестивые. Из молодых зайти в воду решаются не все, вот люди искушенные о купании рассуждают с чувством, как будто говорят об изысканной кухне. В мороз лучше купаться, чем в такую погоду теплую. Да, в мороз лучше купаться? Конечно, конечно. Да, почему? Не знаю, выходишь, щиплет тебя, весь греешься такой. Интересный факт. С точки зрения церковного устава, главное соприкоснуться с водой. Традиция окунаться в Иордань массово распространилась совсем недавно, после распада Советского Союза. Так что ее можно считать не столько религиозной, сколько именно народной. Ну а для тех, кто имеет какие-то хронические заболевания, недавно переболел коронавирусом или просто боится замерзнуть, но все-таки хочет поучаствовать в крещенских купаниях, Сыктывкарский бассейн в микрорайоне Орбита открыл свои двери. Ну и здесь, сами понимаете, условия намного более щадящие. Воду и в большой, и в малой чашах предварительно осветили, так что по своей обрядовой сути купание в бассейне ничем, кроме острых ощущений от погружения в Иордань, не отличается. Более того, далеко не всем можно нырять в ледяную воду без подготовки и уж тем более в минус 30. В этом году мы сами знаем, что пандемия, очень многие люди переболели, не имеют возможности купаться в открытых водоемах, потому что и погодные условия в этом году не позволяют. Поэтому мы решили для наших жителей сделать вот такую пробные купания. Желающие сразу нашлись, особенно среди родителей с детьми. Детская жировая прослойка тоньше, а значит, купель для них опаснее, чем для взрослых. А кто-то даже решил совместить два способа крещенского омовения. Религиозные соображения есть, но сегодня я решила поддержать внучку, потому что она очень хотела. Мы обычно всегда ходили на речку, там у нас две же есть. А решили попробовать, вот как в бассейне оно. Ну и как оно? Да ничего, пока нам нравится. А мы сначала разомнемся перед купанием, разогреемся, потом, чтобы не холодно было в купели. То есть в Иордане. Туда и туда пойдете? Да, попозже. Сейчас надо размяться немножко, разогреться, а потом уже спокойно можно в Иордань. Крещенские купания, как по словам верующих, так и просто активных или закаляющихся, это своеобразное перерождение. Может, не всегда духовное, но хотя бы физическое. И уж чем-чем, а эмоциями День крещения точно награждает всех причастных. Евгений Стукас, Иван Богомолов, Юрган, Сыктывкар.